Я хотела бы, я не готовилась к выступлению, хотела бы сказать только о фольклоре, конечно, и именно о героическом эпосе. Вот я не работник, как не яли, терминами этими не владею, но если сказать о героическом эпосе, это все начинается. Если копнуть эпос, то вся наша история, хотя раньше, конечно, преподносился эпос как сказка просто, а это субстанция живая, которая и по сей день существует параллельно нашему миру. Ну, очень обидно и жалко, что мало часов уделяется хакасскому языку. Если в неделю 1 час, что можно успеть? И литература тут же, и язык. Фольклор там, конечно, хотя бы научить. И часа у нас в школе 3, с 1 класса по 9. Где национальный класс? Где национальный класс, да? Национальный, Ну вот да, вообще хотелось бы, конечно, так в идеале-то все вот так вот во всех бы иметь. Конечно, очень самая, на мой взгляд, самая такая печальная история в Орджоникидзевском, Ширинских районах. Там вот мы недавно вот только что ездили, там вообще что творится, непонятно. На уровне кружковой работы идет, и когда спросили, вы оплачиваете 15% учителям хакасского языка, методист сказала, да, оплачиваем. Учителя выпучили глаза, первый раз слышат. Ну, в общем, но там, в общем-то, даже в расписании нету, может, поэтому не оплачивают, но или методист ничего не знает, или там что-то. Я когда, ну, в общем, маленько маленько хотела так, но сказали, ну, что мы все равно ничего этого не изменим. Вообще, конечно, хотелось бы, чтобы все менялось, хотя в Орджоникидзевском районе есть. Именно в Устинкино есть 2 учительницы, которые закончили ИСАД, которые могли бы преподавать хакасский язык, а их сослали из Устиновской школы, учительница и живет в селе Устинкино и работает, ее отправили в Костино в начальную школу. Я у директора говорю, почему вы, начальнику управления образования говорю, почему вы ее сослали так очередной? Она не справляется с дисциплиной. Как это не справляется с дисциплиной? В Новомресово никогда такого вопроса даже не возникало. Прекрасно справляется с дисциплиной. Просто вот такое вот отношение. Ну, это о проблемах. А вообще, конечно, фольклор, вот если нам надо все-таки, чтобы знание своего языка, вот сейчас такая тенденция пошла, мода на то, мода на это. Вообще модно стало быть здоровым, бросать курить, бросать... Но нужно тоже постараться сделать, чтобы модно было знать 2 языка, свой родной не забывать. Вот, когда я много ездила здесь вот почти все школы тоже объездила, в Орджоникидзевском районе, работая директором музея, объездила там свои школы. Ребятишки собирались со всей школы, когда представляешь им, как было о хакасском фольклоре, представлении, песнях, ну там, композиторов песни, ладно, понятно, знают Шелбаракова маленько, еще что-то знают. А когда фольклор представляешь, им казалось, ну как говорят, ну хакас что видит, то поет. Ну как это, вот видит, там что попало. А когда начинаешь перевод петь на русском языке, у них, оказывается, так у вас поэзия. Говорят, вот прямо в глаза, что вы-то, оказывается, можете тоже стихи писать. Ну вот я сейчас вас немножко развеселю по традициям. У северных хакасов существовала традиция, Наталья Николаевна знает, традиция существовала, здесь-то такой традиции не было. Если парень вольно вел себя с девушкой, то его наказывали летом. Зимой тоже привязывали к столбу позорному, но да, как бы меня что видно было маленько. Привязывали его к позорному столбу, он летом стоял весь день. Вот так вот привязанный и штраф. Да, тоже воспитание и штраф ему давался. И вот он привязанный к столбу стоит и поет. И поймете, он понял наказание или не понял, но молодой парень. Барылашидим менохтоспенан палгага кердим менхыспаладан олох палгагдан мен сурен парзам пазохла ойним менхыспаладан.
Төлege kirdim, tölön işidim, min oxtuspınan. Төлege kirdim, min hıspaladan. Oluq tölegden, min pozın parzam. Tölede oynim, min hıspaladan. Поем я печень с крупною солью на привязи здесь из-за девицы. Как освобожусь от этой доли, то снова буду играть с девицей. И легкие ем я тоже солью, на штраф обречен из-за девицы. Как расплачусь я со штрафом этим, то снова стану играть с девицей. Ну, в общем, эта молодость берет свое, а вообще про бабушку свою я что хочу сказать. Я ни в коем случае не призываю делать так, как моя бабушка. Стоило только заговорить на русском языке, если с подружкой русской, допустим, зайду с одноклассницей или что, она сразу свой бадажок хватала и куда там попадет бадажком. Кто это тут? Казах Кркельды. Что за русский тут пришел? И тебе по голове попадет, по голове, по рукам, по рукам. Куда попадет, туда. В общем, при бабушке нельзя было говорить по-русски. Но с другой стороны, это тоже воспитание. Попробуй, поговори. И говорила, русский язык вы выучите всегда. В школе вас учат русскому языку. А если вы свой язык не знаете, да хоть сколько вы упираетесь и говорите на русском, куда же вы свое лицо-то денете? И кто вы? Да, если ты родился хакасом, ты все равно хакас. И хоть сколько там из кожи 3 рожи, но лицо-то твое выдает твою национальность, происхождение. Ну, в общем, вот так вот. Но я, конечно, всегда, поскольку из рода таких вот хайджи и песенных там фольклористов, как носители фольклора, я, конечно, за то, чтобы детей можно привлекать и к языку также с этим фольклором. И одежду свою мы сейчас стали как-то стесняться или что ли, не стали носить. Нет, сейчас начали носить. Но лет 20 тому назад, если бы я шла в хакасском платье, мы так ходили, аргаты. Так на нас все смотрели и показывали пальцем. Одни говорили, ой, какие красивые платья, а другие говорили, о, выпучились, вырядились, прутся. Но теперь этого уже нет. Вот это вот поликультурное и вот уже отношение такое совсем, взаимопроникновение наших культур идет, в общем, если так сказать, успешно. Да, потому что вот уже мы очень стали терпимы. В автобусе, допустим, раньше начинали говорить на хакасском, тебя тут же пресекали. Что это вы болтаете на своем гыр-гыр-гыр, а мы не понимаем, может, вы про нас. А Анна Васильевна отвечала, она же слепая была. Да нужна ты мне, я тебя и не вижу про тебя говорить. С чего ради я начну про тебя говорить? Но это все-таки дало свои плоды. Везде одергивали, везде пресекали. Но это уже мы давно миновали. И я думаю, вот 22-я школа, да, сейчас вот такое продвигается, все хорошо. Постепенно пойдет и по другим школам. И все-таки мы зашевелились, значит, результат должен быть. Потому что мы сколько лет так по течению плыли. Повышается все равно. Все равно повышается, все движется, все улучшается, развивается. Спасибо. Спасибо.